Неужели он снова не придет? 2 года каждую субботу мы встречались вот тут, у этого фонтана. Обычно в 6 часов вечера. И он ни разу не опаздывал. Ради него после 10-летки я тоже попыталась поступить геологически, но провалилась. Поступила работать регистраторшей в больницу, а он уже был на 3-м курсе. В ту субботу... Люсенька! Привет, Люся. Извини за опоздание. На целых 5 секунд задержался. Старею. Извини. Люсенька, кино, к сожалению, отменяется. Мне нужно срочно отнести список литературы об исследовании в пустыне Павлу Николаевичу. Понимаешь? И статью. Пойми. Мою статью, Люся. Ну вот. Ну пойми ты, что для меня это очень важно. Это моя первая статья, Люсенька. Опять Бармин? Ну, конечно, Бармин. Он просил меня составить список именно к сегодняшнему дню. Он дважды не просит. Его 1 раз подведешь, и все. Ну что ты за человек? На все у тебя хватает времени, кроме меня. А я еще пока не человек, Люсенька, но скоро им стану. А точнее, ты не можешь мне сказать, когда станешь? Скоро, Люся. Скорее, чем ты думаешь. Павел Николаевич назначен начальником экспедиции Каракумской. Он вот-вот уезжает. Думаю, меня возьмет. Постараюсь его уговорить. Черт. А я? Ты? Вот бы вместе рванули, а? А мама? А что, мама, нейтрализуем? Точно. А ну, покажи статью. Смотри. Давай. Не поймешь? Юрий Лагунин о возрасте и генезисе города. Генезис – это происхождение. Там море раньше было. Ну и оно исчезло. Почему исчезло море? Ну? Хочешь, расскажу? Не будет скучно? Не будет. Хорошо? Пойдем. Идем. По дороге лекцию прочту. Ну, поняла? Кое-что. Молодчина. Вот смотри, видишь, на 2-м этаже? Это окна Бармина. Предлагали ему новую квартиру. Отказался чудак. На целых 2 минуты опаздываю. Сердиться будет старик. Подожди меня, хорошо? Я мигом. Хорошо. Не забудь с ним поговорить обо мне и долго не задерживайся. Жди, я скоро. Юра. Добрый день, Павел Николаевич. Здравствуйте. Проходите. Спасибо. Проходите. Прошу вас. Спасибо, Павел Николаевич. Ну что ж. Добросовестно и в срок работа нужная. Спасибо, Юра. Не за что. Павел Николаевич. Может быть, посмотрите? У меня тут кое-какие мысли возникли. Вот рискнул записать. Мысли? Ну что ж. Ознакомлюсь. Хорошо, Юра. Юра познакомил меня с Барминым. Мне как-то не верилось, что этот пожилой, самый обыкновенный человек и есть покоритель никогда не виданной мною пустыни. И главное, для Юры он бог в науке. Ну, как всякий бог, он и определил мою судьбу. Пожалуйста. Прошу вас. Спасибо. Спасибо. Я не буду. У нас вам, Люсенька, понравится. Моя родина — необыкновенная страна. Какие огромные звезды. А какая тишина в песках. А дыни? Самые лучшие в мире, чарджоуские. Сплошные пески, но под песками есть вода пресная. Она плавает в виде линзы, выпуклой стороной вниз на соленой воде. Соленой воды гораздо больше, чем пресной. Наша задача состоит в том, чтобы поднять на поверхность только пресную.
Ради этого и летим. Я никак не пойму, зачем Бармину самому быть на полевых работах? Зачем генералу командовать батальоном? Он должен был ехать на международный конгресс, пишет новый учебник, и вдруг... Странно как-то это. У Бармина ничего не бывает вдруг. Вся его жизнь — это проблема воды в Туркмении. Это мне известно с первого курса. Но он прогнозист. Достаточно посмотреть карты, проверить материалы, не выезжая из Москвы, что-то запретить, что-то разрешить, без экзотики. Но научный консультант — это только научный консультант. У него нет возможности вмешиваться в ход работы. А Бармину надо самому проверить. Что? Каким способом поднимать пресную линзу? Наклонным бурением или лучевыми фильтрами, да? О, оказывается, ты в курсе? Ну а как же? Понимаешь, я здесь впервые столкнулся с Барминым. Он предлагает наклонное бурение, а я лучевые фильтры. Когда-нибудь ведь нужно вылетать из гнезда своего учителя. Да, пожалуй. Но можно и разбиться. Кстати, по секрету, у нас 9 буровых. Лена Стрельцова ближе всех к цели. У нее есть вода. И какой дебет? Время покажет. Ох, вот бы к ней на скважину. Прелесть какая. Вставай, вставай, доченька. Так. О, как тебе идет. Так, сейчас это. Запомни, доченька. Послушай, доченька. Кухня — это святое место. Перед тем, как войти в кухню, все обиды нужно оставить за порогом. Вкус блюда от доброты человеческой зависит. Это я так считаю. Что, жарко? Вот зеленый чай. Лучшее средство от жары. Ой, горячий, я... Пей. Так. Юра. А? Это что? 3 или 8? 8. Судя по твоей статье, ты весьма уважительно относишься к цифрам. Пожалуйста, будь внимателен. Экспедиция вовсю разворачивала свою работу. Я видела мало, до обидного мало. Немного увидишь из кухни. Но я знала, что где-то ездит по пескам от Буровой до Буровой Мирет и Бармин, где-то вот-вот добирается до воды Лена Стрельцова. Они возвращаются в поселок, уезжают снова. Да. Высох колодец в Гелим-Тепе, кончились пастбища. И здесь нужна вода. В общем, Каракумский канал — великое дело, но всей проблемы воды в Туркмении он, к сожалению, не решил. Чабаны и газовики глубинных Каракумов надеются на нашу пресную воду в линзах. Да. Проблема пресных линз волнует многие страны, у которых есть пустыни. Австралия, например, занимается этим давно, но пока без результата. Ну, Леночка, пойдем, посмотрим, что у тебя там. Пойдемте. Вот, видите, Мы объехали 3 скважины. Одна, по моим расчетам, бесперспективная. 2 придется поставить на консервацию. Вся надежда Павел на Николаевич, вашу... цистерну для откачки Павел воды Николаевич! поставим вон Да. там. Возьмете меня с собой? Конечно. Чебанам будет удобно. Ну, Павел Николаевич, спасибо, что не забыли нас. Возьмем свидания. для малую воду и примем. Сейчас, подожди одну минутку, только провожу. Ну и счастливого вам пути, Павел Николаевич. Опа.
Да, ну и жарище. Что ты, Юра? Всего 42 в тени. На кухне, по-моему, ты не нанималась работать. Ай! Ну ничего, я поговорю с Павлом Николаевичем, не переживай. Ты чудак. А на что ты надеялся? Я рада, что здесь пригодилась. И не говори с Павлом Николаевичем. Ему не до этого. Мне здесь хорошо. Ну, вообще-то, я не против. Акмурат, ага. Научите его уму-разуму. Свой повар в семье — это отлично. До обеда. На обед плов будет. Любишь? Люби, люби. Только все равно он не прав. Знаешь, доченька, что такое повар? Я тебе сейчас пример приведу. Эшелон горел в 42-м. Зимой. В степи. Реку Донец, знаешь? Знаю. Умница. Я был поваром. Вдруг бомбежка. А командир молодой, совсем без усов. Да. Он бегает и кричит. Растерялся. Спасите документы. А я остановил его и сказал: о, товарищ командир, кухню надо спасать. Кухню спасем, людей спасем. Документы новые напишут. Люди напишут документы. Правильно. Потом что было, знаешь? Мне медаль за отвагу дали. Да. И с тех пор вы все время повар. Как ни странно, видите, пока что доверяют. У каждого была своя жизнь. Но мы делали общее дело. Однажды ночью мы забрели с Юрой на старый могильник. Странно все здесь. И люди какие-то странные. А ты знаешь, мой шеф философ. Он добрый. Как ты считаешь, Павел Николаевич добрый? На вид он суровый такой. Да какая разница, добрый он или злой? Главное, он большой ученый. А люди здесь действительно странные. Вообще здесь все странно. Видишь, вон тот огонек. Это кернохранилище. Там осталась куча ящиков, неразобранных от прошлой экспедиции с кернами. Так вот, по приказу Мереда, я должен эти керны заворачивать в лощеную бумагу, подписывать этикеточки. А что, Павел Николаевич разве не знает об этом? Думаю, что нет. Слишком много здесь начальников надо мной. Вот и выходит, что 3 курса института по боку. Будьте любезны, подписывайте этикеточки. А о своем мыслительном аппарате забудьте. Ну и что страшного? Меня в школе тоже не учили мыть посуду. Но мне кажется, что я здесь нужна. О, идеалистка. А разве это плохо? Да нет, ничего. Смотря в чем. Ну да, конечно. Вот увязалась за тобой. Тебя, понятно, такой идеализм устраивает. А что, уже раскаиваешься? Дурак. Дурак. За что ж ты дурака любишь? Ну, когда поумнеешь, я тебе скажу, за что. Надеюсь, когда-нибудь это произойдет. Да уж тут поумнеешь. Поумнеешь. Чёрта с два. Не помешаю. Добрый вечер. Здравствуйте. Что это вас, молодые люди, потянуло на старые могильники? Не страшно? Ведь на небе ни одной звезды. Ничего. Садитесь, Павел Николаевич. Здесь очень хорошо размышлять о смысле жизни. Ну и как? Нашли смысл жизни? А здесь действительно хорошо размышлять. Павел Николаевич, М? а вы нашли смысл жизни? Ну, как вам сказать? Иногда мне кажется, что нашел, иногда нет. Но полагаю, что смысл жизни
в целеустремленности, в стремлении человека стать личностью. Чтобы в науке стать личностью, нужно потратить многие годы и на всякий случай иметь талант. А талант нужен не только в науке. Надо иметь главный талант. Талант ответственности перед людьми. Каждый человек отвечает за что-нибудь и перед кем-нибудь. Я не о том, Юра. Я о добровольной ответственности, осознанной. Об ответственности перед собственной совестью. Но-с, приказывать не смею, но советую отдохнуть. День у вас был тяжелый. Спокойной ночи, Павел Николаевич. Спокойной ночи. Чудит старик. Все гораздо проще. Просто каждый человек должен выполнять свои обязанности. После разговора Юры с Павлом Николаевичем что-то тревожное шевельнулось в моей душе. Они говорили об одном и том же, о человеческой ответственности. Но мне показалось, что говорят они на разных языках. Кто из них был неправ? Бармин или Юра? Очень меня интересовала эта пара. Что это? Остаток внеземной цивилизации. Когда-то был кувшин. Люди в нем носили воду. А теперь от него остался один черепок. Ты еще вспомни Омар Хайяма. Все мы прах и тлен, Овина черпи. Не иронизируй, Лена. Судьба моего народа и вода в веках неразделимы. Сухой колодец. Хочешь, я тебе расскажу легенду об этой крепости и об этом колодце? Это было давным-давно. Осадили крепость чужеземцы. Жители поклялись умереть, но врагу не сдаваться. Скоро все запасы воды кончились. Умирали дети и старики. Умирал от раны и от жажды один юноша. Звали его Гелен. Его любила красавица Сильби. Поцеловав любимого высохшие губы, Сильби взяла кувшин, вышла из крепости и наполнила его водой из колодца, чтобы в стане врага. Но керы схватили бесстрашную девушку и отвели к предводителю войск. Тот грозно спросил: «Кому вода?» «Любимому», — ответила Сильби. Хан выхватил кувшин, жадно осушил его и засмеялся. «Не получит твой любимой воды». Вдруг он пошатнулся и пал замертво, потому что вода, предназначенная для любимого, убивает врага. Жаль, твоих лучевых фильтров не было. Да, но была крепче любовь. Я не могла понять их отношений, не могла разобраться, любит Мереда Лена или только кокетничает. Разреши, Леночка? Пожалуйста. Благодарю вас. Девочки, приятного аппетита. Спасибо. У вас здесь свободно? Занято. Понятно. Это тебе. Благодарю вас.
Я вам очень признательна. Ага, разумеется, занято. Вы угадали. Пардон, месье. Ты зачем соврал? Чтоб побыть с тобой наедине. Хорошенькая наедине. Твоя наедине, это что, все видели, что мы вдвоем? Ой, ой, Мирет, эти твои ухаживания, рассчитанные на публику, букеты, столик на двоих в столовой. Знаешь, мне это надоело. Что тебе надоело? Надоело нелепое положение невесты, которая замуж за тебя не собирается. А разве я сделал тебе предложение? Да, действительно. А что касается букетов, дарить цветы женщине, по-моему, долг каждого воспитанного мужчины. О, брось поясничать, Мирет. Ты, оказывается, ни черта не понял. Не получится у нас с тобой ничего. Слишком мы с тобой одинаковые. Оба диктатора по натуре. Знаешь, у Сильвинского есть такие стихи. По обычаю всех своенравных я, любя, волочил их души, ибо дружба не знает равных, только разные силы дружны. Прекрасные стихи. Но к чему все это? Мне пора. Обиделся. Не вижу оснований. Просто мне пора. У нас с Юрой было все проще. Салам, Акмурат ага. Салам. Ну что, на меня есть жалоба? Нет, просто давно тебя не видел. Я сейчас. Попробуйте, Павел Николаевич. Деликатес. Она сама приготовила. Ну, доверил? Не испугался? Ну что вы, Павел Николаевич, молодым надо доверять. Нам когда-то доверили? Соколова, Да, на минуточку. Зайдите ко мне в 21:00. Я буду на радиостанции. Хорошо? хорошо. А вдруг выгонит? Не выгонит. Я тебе сейчас хорошую характеристику выдал. Раз за хорошую характеристику выгоняет, законом не положено. Спасибо. Ой, Юрка, я тебя еле дождалась. Представляешь, я была час назад у... Погоди. Понимаешь, мне сейчас дали понять, что я нуль. Что я ничтожество. Да что случилось? Ничего. Прихожу к бармену, говорю, переведите меня на буровую. Он говорит, обращайтесь по инстанции к Миреду. У меня тоже неприятности сегодня. Представляешь, Павел Николаевич вызвал меня к себе. Инструктировал насчет кухни. Да нет, он меня посылает в отряд Стрельцовой коллектором на скважину. Кем? Коллектором, Кого, тебя коллектором? да. Слушай, а ты известняк от песчаника отличить сможешь? Нет? Он сказал, Стрельцова научит. Ах, Стрельцова научит. А я не желаю учиться у Лены. Понятно. Мне и здесь хорошо. Понятно все, Люся, понятно. Это я должен быть там. Я должен заниматься наукой. Я 3 года в институте учился. Этикетки может подписывать каждый идиот. Я должен быть там. Ты понимаешь, я, а не ты. Ну, теперь-то я ему все скажу. А вот и он, легок на помине. Павел Николаевич, Павел Николаевич. Я слушаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер.
Извините, Павел Николаевич. Чего, с Юркой, что ли, поссорилась? Ничего, помиритесь, молодые. Что это тебя в геологию привело, интересно? Да при чем здесь геология, тетя Паша? Не нужна мне ни геология, ни география. Есть Юра, понимаете? И все. Где же вы с ним встретились? Мы с ним не встретились. Мы с ним обнаружили друг друга. Господи, тоже мне горе-взыскатели, первопроходцы. Ой. Любовь с первого взгляда, понятно. Но неужели это сейчас случается? Не знаю, тетя Паша. Случается. Со мной это случилось. Я даже сама не могу понять, как это вышло. Тихо и мирно учились, встречались на вечерах. И вдруг сразу. А я думала, ваше поколение умнее. А что ж мама тебя сразу отпустила? А она у меня мудрая. Сказала, соврать, что согласна, не могу, а удерживать бесполезно. Ну что ж, Люська, женщина так устроена, обязательно должна жертвовать чем-нибудь в жизни. Интересно, тетя Паша, а как вы сюда попали? Тоже из-за любви, Люсенька. Лет 20 тому назад повстречала я красивого парня. Добрый, спокойный. Профессия беспокойная. На месте этого поселка один песок был. Он воду нашел. Его водой ты моешь посуду, воду другим добывал, а сам без воды погиб, мертвого нашли. В песках заблудился. А потом? Потом в город уехала. Смешно, но там меня одиночество заело. Не смогла прижиться. Не знаю как, но Павел Николаевич узнал о моей беде. Муж-то мой у него начинал работать. Приехал, поговорил со мной душевно. И вернулась я снова к этому веселому племени. Тем и спаслась. Ведь на любой работе как? Делал свое дело и домой. А у меня квартира пустая. Закроешь двери, подойдешь к окну, и выть хочется от одиночества. Вот. Потом замуж было, вышла. Да ничего не получилось, видно, однолюбка я. А в экспедиции днем с людьми, вечером с людьми, ночью вокруг тебя люди. Так что не хватает времени на это проклятое слово «одиночество». Как говорят туркмены, одиночество к лицу только Аллаху. Ну вот. Начала тебя утешать и сама панихиду запела. Не умею утешать. Ну что ж, баба есть баба. Ей про свое расскажешь, а она и свое добавит горе. А Бармина ты слушай. Угу. И давай ложись спать. Я тебя завтра рано разбужу. Спокойной ночи. Спокойной ночи, тетя Паша. Но все переменчиво в этом лучшем из миров, как любил повторять Юра. Лена Стрельцова решила, что опытная скважина закончена, и ее можно сдавать. Значит, все-таки поедешь сдавать скважину. В случае чего я отвечать не буду. Я все беру на себя, Михаил Лукич. Тянуть больше нельзя. Оно-то верно, но учти, мое дело сторона. Если вода Ой, уйдет... крошки, никто вас ни в чем не обвинит. И потом я начальник буровой, я отвечаю. Ну что ж, тебе виднее. Игнатьевна, в машине радиатор подтекает. Боюсь, не доедем.
Ты мне еще голову будешь морочить. Поехали. Слушай, получи там мою пенсию, я договорился. Ладно, Лукич, получу. Не волнуйся. Спасибо, Сахатжан. Сахат, быстрее. Наши морские волки. А, морские волки. Братья, близнецы. С газовой буровой. С моря и прямо в пустыню. Здравствуйте. Всегда такие вежливые. А тут вдруг колею не уступают. Эй, морфлот, чего встали? Говорят, у вас вода есть? Видишь, Сахат, слава о нас по всей пустыне пошла. Ну, беспроволочный телеграф. Ребята, а ну идите сюда. Подождите минутку. Дадим вам первую воду. Чего вам за 30 километров тащиться? Спасибо. А до нас всего 3. Передайте Крошкину. Он вам даст воду. Спасибо, Лена Джан. Спасибо, Лена. До свидания. Счастливо. Да у нас там всего на 2 часа воды. Понимаю, понимаю. Но что я могу поделать, пока водичка-то вся? Мы не успеем добраться до насосной станции, вы понимаете? Ну при чем тут я? Пропала водичка, ничем помочь не могу. Надо демонтировать скважину и забуриться поглубже, вода-то есть. Правильно, правильно. А где приказ? Где письменное распоряжение? Если оно у тебя есть, покажи. Я на себя ответственность не беру. Лена велела взять рюкзак. Как? У них там что-то случилось. Значит, все-таки едешь. Ты пойми, я не хочу никуда ехать. Я хочу быть здесь, с тобой. Как ты не можешь этого понять? Не переживай. Не навечно же он нас с тобой разлучает. Погоди, я к тебе скоро приеду, Люська. Побоишься, Бармина. На этот раз не струшу. Обещаю, беги, собирай рюкзак. Люся, скорее уезжают. Ну ладно, не скучай. Скоро увидимся. Пока. Елена Игнатьевна, нельзя ехать на такой машине. Радиатор подтекает. Чини бесполезно. Менять надо. А на это же уйдет целый день. Ну что я могу поделать? Ну давай возьмем бочку воды с собой. Может, доедем? Нельзя. Не доедем. Сахат, газовую скважину погубим, пойми же ты. Я вам свое, а вы свое. Неисправна машина. Понятно? Ну, поедем. Сахат, Нет. ну прошу тебя. Давай за баранку. Ну, давай за баранку, а? На мою ответственность. Сахат. Да что Рискни. случилось-то? На, прочти радиограмму. Скважина перестала давать воду. Точка. Попытка увеличить нагрузку компрессора не помогла. Точка. Крошкин. Точка. Не вижу катастрофы. Забуриться метров на 15 поглубже и порядок. Сахат, у Лены плохи дела. Ее могут отдать под суд. За что? По дороге сюда она встретила водовоза-близнецов с газовой буровой. Ну? И отправила их на свою скважину. Леночка наша поторопилась. Одно слово, женщина. Теперь буровая останется без воды. А прихват на глубине 2000 метров. Сам понимаешь, это катастрофа. Миллионы рублей на ветер. Дай туда радиограмму. Умница. Во-первых, с ним связь. Завтра в 12:00. Во-вторых, у них старший бурмастер редкостный ископаемый тип. Я знаю, пескам верить нельзя. Предупреждал Лену, не торопись. Так ведь вода-то есть, Луки. Есть вода. Какой ученый нашелся. Есть, да не про вашу честь. Ладно, время идет. Что мы тут попусту торчим? Сами как не справимся. Пошли, ребят. Идем. Вот что, я ничего не видел, ничего не А ты слышал. сиди кури. Пошли. Ну, поехали. Решайся. Сахат, Будь мужчиной. ты же лучший шофер в мире. Я бы со всей душой, да вот машина.
Я виновата, я должна быть там. Юр, поехали с нами. Лена! Люська, я еду с тобой. Ты куда, Юра? Куда? За туманом и за запахом тайги на память. Извините. Мирет, оставь его, пусть едет. Мне сейчас лишние руки не помешают, а завтра я тебе его верну, хорошо? Мирет, на минуточку. Слушай, не говори пока Бармину ничего о радиограмме. Ждите мою, вода там есть. Хорошо, будем ждать. Люсенька! Люся-джан! Возьми на дорожку. Спасибо, Акмурат ага. Будь там осторожна. Хорошо. Скрыть от Бармина радиограмму Крошкина я не имею права. Ну пойми, Ашер, нельзя ему пока говорить о радиограмме. Прошу тебя, как друга, прошу тебя ради Лены. Ты очумел. Кому угодно совру. Но не старику, ясно? Врать тебя никто не просит. А как это называется? Тебя просят помолчать до следующей связи. Не могу я молчать. Придет от Лены радиограмма, тогда и доложишь ему. Тогда будет поздно. Но ведь Лена все исправит. Вода там есть. Ты же знаешь. Не могу. Ну что ты заладил? Не могу, не могу. Сердце у тебя или камень? У меня журнал. Каждая радиограмма должна быть здесь записана. Закон один для всех. В общем, иду докладывать. Стой! Только через мой труп. Никуда я тебя не пущу. И тебе не стыдно? Ашер, делай так, как ты находишь нужным. Извини меня. Ладно, Мирет. До 12:00 я подожду. Но в 12:06 он все узнает. Случилось? Все, приехали. Радиатор пустой, и бочка пустая. Всю воду сожрал. Что будем делать? Ты что, сам не знаешь? Не новичок ведь. Костер надо разложить. Ну, проедет же кто-нибудь. Нам не повезло. Вот эта ночь в песках все и решила. Ну, мы-то ладно. Дернул меня черт отправить этих близнецов к Крошкину. Говорил, машина неисправна. Нет, в истерику. Когда женщина плачет, мужчина не спорит. Ну?
Положим, я не плакала. А вот теперь действительно плакать хочется. Который час? 11:30. Сидим уже 4 часа. Ну что поделаешь? Ни одной фары. Как назло. Когда не нужны, шастают по этой колее взад-вперед, зря бензин жгут. Неудобно признаться, но я не прочь перекусить. А вот, мне мой начальник преподнес. Ешьте. Лена? Нет, в глотку не лезет. Ешь, Сахар. Не хочу. Да брось ты, все образуется. Все пройдет. Знаешь, как сказал царь Соломон, проходит все в этом лучшем из миров. Не переживай. Перестань пошлить. А ты знаешь, что такое загубить газовую буровую? Что такое прихват бурового инструмента на глубине 2500 метров? Я видела одного бурмастера, который загубил скважину. Но не рассчитал, кончился глинистый раствор. Я протянула ему флягу с водой, только он ни одного глотка не смог выпить. Плакал. Мужчина плакал. Елена Игнатьевна, дальше ждать нельзя. Отсюда до старого могильника 5 километров. От могильника налево тропа, прямо на полярную звезду, еще километров 6. Там колодец, Карасу. Всегда там бывают чабаны. Возьму у них верблюда и к утру вернусь с водой. Тебе нельзя. Может, появится какая-нибудь машина. Зальем радиатор и двинем. Все понятно. За водой потопал я. Сиди. М? Один шаг в песках, 1000 по асфальту. После первого бархана отдыхать ляжешь. Солнышко взойдет, смерть. Никто не пойдет, приказываю ждать. Завтра у нас тяжелый день. Надо немножечко подремать. Дежурить будем по очереди. Можно я первая? Хорошо. Люсь, заметишь фары или услышишь мотор, плесни бензинчику на костер. Ладно. Вот когда пришел ко мне страх. Страх из-за Юры. Он вдруг стал совсем другой. Лена наорала на него, отчитала как мальчишку, а он и бровью не повел. Сник и безропотно выполняет ее нелепые распоряжения. Юра! Юр! Что, Люсенька? Пойдем за водой, Юра. Куда? За водой? За что ты, Люсенька? Ну, проснись, пойдем, а? Люська, ну ты ж слышала. Лена приказала ждать, значит, будем ждать. И точка. Ай. Ну, что? Ну, сиди, следи за дорогой, ладно? Ай. Людям помочь надо, Юра. Может, я тебя заменю, а? Ну что, в песках нет? Ну, ладно, я посплю. Дай руку. Вот.
Я пошла потому, что... Почему? Почему я пошла? Разве я самая смелая? Себе врать бесполезно. Я шла и с нетерпением ждала возмущенного окрика за спиной. Вот сейчас, через минуту, через 2 минуты Юра проснется, догонит меня, силой вернет обратно. Я, конечно, не соглашусь, и мы вдвоем добудем воду. Юра не проснулся. Юра не догнал меня. Сахат, где Люся? Не знаю. Люся! Люся! Может, она здесь где-нибудь? Да. Люся! Люсь! Пойдем к старым могильникам. Раз взяла канистру. Значит, за водой ушла? Все. Тушим костер и идем. Надо торопиться. Скоро солнце встанет. Брось рюкзак! Далеко еще до могильника? С километр. Ну ладно, ничего не поделаешь. Нужно идти. Отдыхать нельзя. Это ветер заметает все следы. Люська погибнет. Туда идти? Да. Вставайте! Черт ты что получаешь? Что? Паша? Что случилось? Почему 3-я бригада отказывается от сушеной картошки? Где я свежую возьму? Это же не Полтава. Что, так им и передать? Да ладно кривляться. Совсем распустили. Скоро им в песках мороженое потребуется. Да, все правильно, тетя Паша. Растут запросы. Вам срочно нужно перестраиваться. Конечно, запросы растут. Апельсины достала, теперь с картошкой перебои. Очень плохо.
У Ленки-то что стряслось? А? У Ленки спрашиваю, что стряслось. Да я не... Здравствуйте. Здорово. Бармин может войти, сплавь ее куда-нибудь. Ой, тетя Паша, чуть не забыл. Вас давно разыскивает Акмурат Ага. А он и меня о вас спрашивал. Да-да. Тихо. Мой обет молчания кончается в 12:06. Помню. Вот ее следы. Она не могла далеко уйти. Идемте быстрее. Я пить хочу. Лена, не могу. Я пить хочу. Пить, Лена, не могу. Всем хочется, потерпи. Колодец в той стороне. Она сбилась с пути. Идемте по ее следу. У нас всего полфляжки воды. Куда вы пошли? Куда вы пошли? Это же смерть, я не пойду. Идите вы куда хотите, я не пойду. Юра, куда ты? Вернись! Вернись! Я приказываю! Хватит! Наприказывалась! Плевал я на твои приказы! Я жить хочу, понимаешь? Жить! Люську потеряли, и мне подыхать! Плевал я на твои приказы! Там вода! Я туда пойду! Стой! Извините, Игнатьевна, так надо. Ему смерть в глаза смотрела. Пей. Я все выпил. Больше воды нет. Простите меня, Елена Игнатьевна, простите.
Все ясно. Значит, не передавала только Стрельцова. Да. Ну, за нее я спокоен. Еще раз поздравляю тебя, Мерет. Твои лучевые фильтры — это великолепно. Просто молодец. Да-да. Что да-да? Обставил своего учителя и не радуешься? Быстро как-то вы все выросли. Вот Лена не выдержала. Не дописала отчет и укатила обратно в пески. А почему? Еще раз проверить, еще раз убедиться. А это самое главное качество исследователя. А студент? О, это личность. Признаюсь вам по секрету, я давно ждал, когда ему надоест клеить этикетки. Выговор за нарушение трудовой дисциплины я ему вкачу. Вкачу, да. Но это так, для порядка и равновесия. Статью его чуть подредактировал и направил в геологический сборник. Хорошая статья. Убежден, что напечатают. Кто меня волнует, так это девушка. Девушка. Если сбежит, правильно. Не сбежит, молодец. Стрельцовой не пора появляться в эфире? Нет. Как нет? Ведь уже 12. Я перенес, Павел Николаевич, на 14 часов. Помех в этот час в эфире меньше. И так удобнее. Почему меня не предупредили? И распустился ты, Ашир. Время вернешь прежнее. Мне так удобнее, понял? А с помехами разберись сам. На то ты и радист. Все? Втянул ты меня в дурацкую историю. Не умею я врать. Подожди. Понял. 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 Стрельцова не появилась до сих пор на скважине. Самолет. Слышите, самолет? Лена! Сахат! Самолет! Почему вы не радуетесь? Вы слышите, шумит? А? Ну? Самолет! Вы слышите? Слуховой обман. А? Ему это просто мерещится. Что-то? Сломался парень. Игнатьевна, не волнуйся. Нас найдут. Нас обязательно найдут. Нет, нас не будут искать. Я велела Мереду молчать. Сказала, что пришлю радиограмму. Я действительно убийца. Погубила Люсю. И всех вас. Вы тут ни при чем. Вас можно понять. Скважина — ваша жизнь. Это я не имел права ехать на такой машине. Мне людей доверили, а я... Вот они. Эй! Эй! Мы здесь! Сюда! Сюда!
Где Люся? Люся ночью ушла к колодцу за водой. Одна? Да. Какой бред. Но пошла все-таки она. Ну и глупо. Глупо? Как для кого? Есть люди, которые не ждут артиллерии и танков. Они всегда есть. Как на войне, так и в наше мирное время. Ладно, сейчас не до философии, в вертолет. Очнулась я в палатке. Как меня нашли, не знаю. Не помню. А твой ученичок-то из Москвы не сдюжил в песках. Он, говорят, всю флягу выпил. Товарища без воды оставил. Не дело это. Да, чего-то я в нем не разглядел. Не понял. В науке он парень способный, но, как говорило наше поколение, в разведку ходить с ним пока рано. Я лежала и не верила. Неужели Юра совершил такое? Мне хотелось кричать, но не было сил. Хотелось плакать, но не было слез. Ну, а твоя большая вода? Есть большая вода, Лукич, есть. А девушка с характером, с кремнинкой, ночью одна на колодец. Да, что и говорить. Смелая девочка, но поступила она глупо и абсолютно по-детски. Раз был приказ ждать, она обязана была ему подчиниться. Начальник в отряде, главнокомандующий. А знаешь, о чем я подумал сейчас, Лукич? Жаль, что не принято выдавать благодарности за такие душевные порывы. Он ничего не сказал мне. А мне так было нужно, чтобы он заговорил. Чтобы все это оказалось неправдой. И самое страшное, что наутро, не попрощавшись со мной, он улетел в Москву. А через месяц вернулась в Москву и я. Прихожу сюда 3-ю субботу, а Юры нет. Ведь он знает, что экспедиция завершена. Я могу ему позвонить, могу даже поехать к нему. Но мне надо, чтобы он пришел сам. Мне надо, чтобы он почувствовал сам, что теперь я все могу понять. Понять. И главное, помочь ему.